Современный Владикавказ местами напоминает большую стройку, но это в основном на окраинах города. В центре и в местах поближе к нему редко встретишь строительный кран. Либо быстро построили, либо и вовсе забили на это дело. Мы решили составить топ-5 недостроенных объектов Владикавказа. У каждого своя история, но суть одна. Сделайте с ними уже что-нибудь! На пятом месте не совсем объект, правильнее сказать его отсутствие – котлован на улице Маркова. На закате Советского Союза здесь начали строительство многоэтажного дома, но потом Союз развалился и деньги стали активно распихивать по карманам. Сталина-то уже нет. В итоге эта дыра в центре города зияет с 1991 года. Строительная компания с названием, внимание, «Социальная предприимчивость» успешно обанкротилась в 1996 году, и с тех пор концов не сыскать даже их обладателю. И новое не построишь, землю так не забрать. Нужно то выплатить 180 миллионов обманутым вкладчикам, которые обещанного ждут уже 27 лет. На четвертом месте недостроенное здание Национального музея, больше известное нынче как обитель портала. И правильно, свято место пусто не бывает, раз уж больше 20 лет местным правителям было плевать на сохранение своей истории и традиций, чем музей и должен заниматься. Творческие ребята вдохнули в это заброшенное место жизнь и создают там неплохие вещи. Как говорится, советуем. Но не об этом сейчас. У здания все же будет хэппи-энд. Деньги найдены и строительство возобновят в феврале 2017 года. На третьем месте относительный юнец, почти достроенное здание гостиницы «Москва», которое так по-братски опирается на старенький Владикавказ. Строительство заморозили в 2007 году. А почему? А потому что владельцы строительной компании «Социальная инициатива» прикинули в уме и решили, что денег, имеющихся на строительство гостиницы и 4 жилых домов, хватит им до конца жизни, и успешно ушли в закат. В 2014 году будто бы случилось чудо расчудесное, издание недостроенной гостиницы должны были выкупить и довести до ума владельцы сети «Хилтон». Но, как мы видим, идею эту они забросили. В итоге Владикавказ так и стоит с большой грыжей на боку. Ну и как показывает практика, стройкомпании с приставкой «социальная» стоит слать куда подальше. На втором месте грандиозное по своим размерам здание туб-больницы. Вообще еще при СССР оно задумывалось как многопрофильная больница. Однако уже в начале 90-х строительство было заморожено и здание встало. С тех пор над ним работали только дожди и ветра. Заброшенность и масштабность привлекла любителей пейнтбола, которые частенько устраивали там постреляшки. Будущего у здания нет, в прошлом году его начали аккуратно разбирать. Ну и на первом месте недостроенная высотка в самом центре города. Фрейд поперхнулся бы от образов, которые она вызывает по отношению к нашему городу. Еще в 2004 году на месте детского пруда задумали супер-пупер детско-развлекательный проект и начали строить. Все вроде бы шло неплохо, пруд осушили, на его месте построили что-то, а потом начал расти этот прыщ, который дорос до 11 этажей в историческом центре Владикавказа Карл. И вот когда это нечто стало видно со всех сторон, тогда-то городские власти и проснулись, стали разбираться, и выяснилось, что разрешение на строительство высотки никто не давал. Однако владельцы компании «Иркапитал» упрямо доказывали, что 9 этажей им разрешили построить. Уже в суде выяснилось, что по документам было всего 5 этажей, да и те не были согласованы, так как изначально речь шла о 3 этажах. Наплевательскому отношению застройщиков на все можно только позавидовать. Спят поди спокойно даже в эпицентре торнадо. Принятое мировое решение предполагало снести лишние этажи без наложения штрафных санкций. Но господа владельцы, узнав о стоимости работ, умыли руки в близтекущем тереке и пропали из виду. С тех пор и торчит эта штука, пригодная только для суицидальных целей. Вот на такой уныло-депрессивной ноте мы заканчиваем нашу рубрику «Топ-5». Всем пока!